Усманжон, привет! Вот такое вот приветствие утреннее. Папа, я тебя люблю! Это уже флешмоб. Ай, молодец. Ну и, собственно, телевизионщики, договорившись с Организаторами. одним из водителем Ротрак и директором трассы, стали думать. И, в общем, придумали такой формат. То есть они подумали, ну вот мы проводим параллельный какой-то слалом, ну давайте сделаем трассу чуть-чуть более пологую, Более широкую. но при этом более широкую, чтобы пустить туда больше участников, и они могут, чтобы они могли бороться контактно. Ну, не так, чтобы очень драться жестко. нельзя, да? Да, драться нельзя, но Жаль. толкаться, в общем, можно. Но в дальнейшем там был все-таки ряд травм, и толкаться тоже стало больше, ну, нельзя. Ну, именно так сильно там задерживать, там есть определенный регламент. Руками там нельзя хватать за одежду своих оппонентов. Ну, вот. Готовимся! Вот очень серьезный, строгий тренер на старте. Это как обычно. Тренеры вообще существа довольно серьезные. Особенно сибирские. Это любые вообще. Знаешь, говорит, почему я сейчас на тебя сержусь? Потому что я сейчас не человек. А кто? А я функция. И моя функция, чтобы ты тренировался, и чтобы ты занимался фигней. Итак, стартовый лист, дорогие друзья. Здесь у нас аж 9 участниц насчиталось. Но и вот обратите внимание, Ливан, ДНС красноречивый горит. И Лена Собянина тоже ДНС. Почему? Да, она получила травму в тренировке. Это стало известно еще вчера. Вот, и ливанская спортсменка тоже? Ливанская спортсменка, здесь не объяснили причин, то есть не была указана, просто снялась по собственному желанию. Здесь сложно сказать. Может быть, уровень трассы показалось несколько высоким, выше ожиданий. Андрей, прошу прощения, вообще в Ливане как у них там со сноубордом? В принципе, горы есть. Это круто, что там горы есть. Снег есть, да. Но вот что касается именно соревновательных каких-то практик, да, не знаю. Ну, вот не было информации. Я, честно говоря, не видел никогда, чтобы участвовали граждане Ливана в каких-то соревнованиях. Я видел Иран. Ну, Иран. Представлен. Иран да. одна из великих спортивных держав. Там хорошие горы, кстати говоря, и туда даже один из наших известных, в общем, ведущих, в прошлом экстремальных, сейчас он организует туры, Юрий Пашков, вот, и он как-то вот организовал даже туда выезд со своими там друзьями. Поехали. Формат квалификации. Ну, давайте здесь, наверное, Андрей Иванович. Карта в руке, какая прелесть. Да, ну сейчас у нас проходит квалификация девушек. Стартуют девчонки по одной. Ну, они должны, как обычно, на таких трассах скоростных показать лучшее время. В зависимости от этого будут сформированы дальнейшие четверки. Вот, здесь у нас будет сформирована одна четверка, наверное, одна тройка. Дальше они все переходят плавненько в финалы, где, собственно, и будут уже дальше соревноваться вместе. То есть проходите эту трассу не по одному, как в квалификации, а все вместе толпой. То есть здесь уже будет, там было падение. Ну, она едет, да? Софья Иванова там было. Все-таки скорость большая, да, здесь, как говорят, поймала кант. Такие вещи чреваты. Ну, сейчас, да, руку не поднимает, поэтому... Да, ну вот маршал вышел с флагом, соответственно, трасса перекрыта. И спортсмен, поскольку сам пока еще... Ну, да, здесь вот именно первый человек, который подошел, он должен понять вообще, стоит вызывать по рации уже спасателей. Есть регламент для самого спортсмена, Андрей? То есть ты понимаешь, что я в порядке, да? Ну, есть, да. Но вот сейчас она могла быть она на такой скорости оглушенная. Ну, а девчонки, у них вообще эмоциональная такая составляющая. Она расстроилась, она, возможно, там расплакалась. В общем, ей ни до чего в этот момент не было. Поскольку, ну, вот... Ну, трамплин объезжает. Трамплин объезжает, вот не знаю, что скажем. ДНФ будет или все-таки ей как-то зачтут там условно. Ну вот, да, очень расстроен, это видно. Это понятно. Участницы под номером 1 Ивановой Софии 1 минута 34-33.
Засчитали, всё-таки минута время 34. засчитывают, да, то есть она ударилась, да. Сильно Как стукнулась. будто, да, головой на отмуж там приложилась. Шлем шлемом. Шлемы еще позволит разные бывают. тебе не убиться. Да, Шлем шлемы не еще является разные панацеей, да. Шлема разные, опять, смотря какие, ты же не будешь носить. Дарья Черкасова. Это Дальневосточный федеральный округ, кандидат в мастера спорта. Так что можем ожидать от нее сейчас хорошего проезда, достаточно быстрого, бодрого. Ну, вот смотри, что взялась. И здесь уже Все-таки перепрыгивает. ТМС, да, и перепрыгивает. Да, вот мы видим эти так называемые тейблтопы, да, или гребенка, да, как можно сказать, валики, роллеры. Из них, собственно, состоит трасса и из поворотов. И вот эта начальная часть, где больше всего, большая концентрация вот этих препятствий, это самое важное. То есть вот во многом от того, как пройдешь именно старт, во-первых, как стартуешь из ворот, не замешкаешься ли, и далее вот это вот эти вот тейблтопы, гребенки, от этого зависит в основном время прохождения трассы. Ну, здесь молодец. Здесь все понятно, кандидат в мастера спорта, хороший достаточно проезд. Результат участницы под номером 2 Черкасовой Дарьи 48:04. Кстати, вот мы недавно смотрели ски-кросс, и время достаточно близкое к лыжному кроссу, вот 48. Традиционно сноубордисты едут помедленнее немного, да? Но вот здесь хороший результат, действительно. Ну, посмотрим, что покажут остальные участницы. На старте Владислава Каргина, Республика Саха-Якутия. Достаточно редкая, да, республика для представления на Причем всяких у них там у них в первенствах и так основном далее. лыжники. Они лыжники традиционно. И у них, собственно, здесь СШО, но в том числе Ну, а здесь по вот лыжному аж две Ну, почему? участницы. Почему нет? Стартовала участница с нагрудным номером 3. Вот здесь нет такого, как вы могли заметить, опыта прохождения вот этой первой части. И трамплин не удался первый. И вот подзастряла в этой ямке. Ну да, здесь вылезать приходится, то, о чем мой коллега Да, рассказывал, Андрей. Это вот как раз прямое следствие того, что все-таки пусть эта трасса... Ловушка такая, сработала как ловушка некая. Собственно, капкан вполне себе охотничий. В этот капкан двумя ногами Владислава сейчас угодила. Видно, что не хватает здесь, безусловно, пока опыта. Страшно, очень страшно. Ой-ой-ой, еще одно падение. Со скоростью не справляемся, но здесь у меня больше вопросов к тренеру. Прошу прощения, вы выпускаете сейчас спортсменку на трассу, которая боится. Ну, кстати говоря, у спортсменки даже нет сейчас никакого разряда, она выступает без разряда. То есть, Серии, ты проедь как-нибудь? возможно, все-таки на тренировке спортсменка была, даже, скорее всего, проходила эту трассу. Вот посмотрите, объезжает этот финальный трамплин тоже. В общем, нет такого большого, как мы видим, соревновательного опыта в Да и накат. бодер-кроссе, да, сноуборд-кроссе. Наката тоже какой-то свет огромного нет. Начинает. Ну, вот это болезненное такое могло быть падение на колени. Тот самый скорпиончик, а здесь еще копчиком тоже расклон приложится, но довольно сильно ниже среднего. Так, конечно. Надо готовиться в таких случаях, любят говорить. Надо готовиться, надо тренироваться. Безусловно. Жива-здорова, в общем, слава богу. Это да. Но как раз после нее должна была стартовать Анжелина Таф из Ливанской республики. Но стартует Екатерина Потанина, Дальневосточный федеральный округ, кандидат в мастера спорта тоже. То есть мы ожидаем прохождения трассы достаточно быстро. Вот вы видите, она в одежде сборной. Уже, значит, да. Да, то есть здесь все-таки вот даже перелетает первый стол. Все нормально. Вот она здесь мягенько выходит сразу. Садится, набирая скорость еще пониже, и поехали, собственно, по трассе.
Раз. Вот, здесь уже прыгаем. И где можно прыгать, будем прыгать. Ну, собственно, да, это же увеличивает... Уменьшать сопротивление. Да, уменьшает сопротивление, за счет этого уменьшается время прохождения трассы. Если теоретически ты способен лететь над трассой, то ты вообще молодец. Там где-то 2 раза, да? Ну да, это Назад в будущее, хорошо. прекрасно. И вот да. хороший такой прыжочек финальный. Это она на хвосте пыталась укатывать, то есть опять же уменьшать силу трения на финиш, ну, как бы заваливалась да, на хвост, и вот так прижимаясь к земле, вот она пыталась еще больше уменьшить время прохождения трассы. Ну вот смотрите, то есть это было сделано намеренно, это не падение, ну там просто чуть не удержалось. Ну уже не удержался, да. не удержался, уже было после финиша. Сейчас любопытно, какое-то место будет итоговое, потому что от этого сейчас формируется состав, но она должна быть в большом финале, как мне кажется, здесь. Вроде как довольно 49, но она, видите, подольше. Это получается 2-е место да, сейчас, да, поскольку да. вот у нас Софья Иванова, Дарья Черкасова. Дарья Черкасова у нас прошла 48 с копейками. Да, и Александра... Так, и на старте у нас Турченко Александра, да. Тоже Республика Саха-Якутия, и нет информации о каком-то разряде. Здесь тоже ловушки работают для них. Ну ничего, сейчас. Тяжеловато, конечно. Вот есть подозрение, что девчонки, может быть, впервые на такого уровня трассы. В принципе, с гребенкой сталкиваются впервые, потому что, посмотрите, это присутствие. Если она умеет стоять на борде, но... Давай, послушайте, как подбадривают. Ну это здорово, такая поддержка. Оп. Ну, потому что, видите, нет опыта прохождения бугров. Да. Он фактически плугом едет. Это... Да, на заднем канте соскальзывание такое. Но вот здесь вроде получше. Я доеду как умею. Ну, умею я пока не очень. Ну, бывает такое, да. Здесь, понимаете, дорогие друзья, здесь что-то комментировать довольно сложно, потому что здесь видно, ну, вы сами видите, да? Вот у меня здесь больше вопрос не к спортсменке, то есть здесь нужно определенное мужество, чтобы выйти на трассу вот, в состоянии, когда ты с ней справляешься, ну, с трудом. Наверное, в общем, это тоже еще вопрос к организаторам, да, тренерам, в общем, тренерам, да, потому что, ну, важно все-таки безопасность прежде всего, ну, ребят. Как бы осознавать, в общем, уровень и, соответственно, попытаться. Ну, вот как, например, делают на коммерческих соревнованиях, на каких-то приглашенных просто берут ребят, там привозят. Но и здесь тоже это можно делать, например, если видно, что не формируется, да, там какое-то количество. Да нет, здесь открытый старт, просто кто у тебя заявился, просто выпускать совсем не готовый спортсмен, это тупо опасно. Потому что да, здесь там супер надежно в плане безопасности. Она сама пытается ехать, да, она стоит на трассе, другое дело, что у нее на ровном месте уже 4-5 падений. Ну, с другой стороны, для школ горнолыжных, да, Саха-Якутия, это, наверное, ну, такой хороший опыт, который в дальнейшем позволит как-то уже дальше и строить что-то похожее, подходящее, и дальше уже тренироваться и заявляться на подобные старты вполне уверенно. Екатерина Буйнова, вашему вниманию, кандидат мастера спорта, Кемеровская область, хозяйка соревнований фактически. Ну давай. Вот первый перелетает столик. Ну и дальше все тоже достаточно хорошо. Жестковато, а?
подбадривает. Да, просто чуть-чуть не долетел и в контруклон, в общем-то, врезал. Здесь на поворотах набирает уже скорость. Почти перелетает. Ну, понятно, что это будет отставание, наверное, от первых двух лидеров квалификации, поскольку... Ну, там и старт чуть менее уверенный, соответственно, да, ну стартовая и там скорость ниже. девчонки преодолевали как-то более... Это интересная Чётко манера. пролетали Руками вот эти, да. балансировать, обратите внимание. Да. А у каждого здесь своя, но... Вот, и здесь не долетает. Ну, посмотрим. А что время? Ну, молодец, в любом случае это... Результат участницы с нагрудным номером 7 Буйнова Это Екатерина хорошо. 54, Ну да, вот. 64. 64. Третий результат. Екатерина is 54.64. Но сейчас, как я понимаю, у нас завершающая, да, закрывающая Ну, очевидно, да. участница Кузнецова Анна, поскольку Собянина Алина из-за травмы сошла с соревнований. Кузнецова Анна, Кемеровская область, Кузбасс. Местная девчонка будет стартовать сейчас. А нам показывают Екатерина. 54, 64, ну, нормально. Вполне себе. Да, первый разряд. Анна Кузнецова. Всем привет. На старт. Стартовала Ну, участница почти. под номером 8 Кузнецова Анна, Кемеровская область, Кузбасс. Удерживаемся, нормально прошла. Да, самая сложная такая часть для многих преодолена, и сейчас нужно наращивать скорость. В целом неплохо идет, но это вот однозначно будет вот уже четвертый результат в районе, наверное, где-то 60 секунд. Вот здесь не удается прям так это перелететь стол от трамплина. Но самое главное, без травм. Результат Ну, участницы пожалуй. под номером 8 Кузнецовой Анны 58-90. Все твой. Ну, рядышком, да. Да, рядышком. Вот. The time Все of четыре participant участницы. number 8, Kuznetsova Anna, is Отставание от первой 10 58.90. получается 10 секунд, да. Много. Много, но здесь понятно, что вот эта четверка, она будет между собой разбираться с явно выраженными двумя, как минимум, фаворитами. Теми, прежде всего, кто хорошо проходил стартовую часть. И теми, кто будет соревноваться во втором, получается, полуфинале, не сразу полуфинальная пульт получается. Всего там 7 человек. Четвертое место Анна Кузнецова. Ну, собственно, их четверка сейчас будет формировать что-то. Результаты вашему вниманию, причем квалифицированно, даже не финишировав. Турченко. Ну да, вот. Все-таки ДНФ и поставили. Ну да, и буковка Q стоит. Как интересно, как ты считаешь? Не финишировала, но в квалификацию прошла. Ну ладно. Будем смотреть, что там посмотреть, дальше что будет будет. дальше.
Погнали дальше, дорогие друзья. Ну, девочки оставили, прямо скажем, такое сумбурное несколько впечатление, потому что, на мой взгляд, надо следить все-таки за качеством атлета. То есть я понимаю, тебе надо набрать, организаторов, может быть, у них очень мало народу заявилось здесь на сноуборд-кросс, вот этот Ю-17, но тем не менее, вот сколько есть, столько есть. Потому что, опасно. Мы же все-таки видим юниоров, мы видим тех, кто еще не является спортсменами в полной мере, хотя, безусловно, уже имеет определенный опыт, да, не взрослый. Пускай для человека, который боится ехать по трассе, не только боится, трясется, он падает. На мой взгляд, просто нельзя. Но это, все вопросы здесь скорее к тренеру данной конкретной девочки. На старте Захар Макаренко. Кемеровская область, Кузбасс. Стартовал участник с нагрудным номером 1 Макаренко Захар. Первый разряд. Кузбасс. Да, и вот у него уже в этом сезоне во всероссийских соревнованиях, которые прошли тут же в Ташсаголе, кстати, 30 января было 14 место. Трасса знакомая. Да, но соревнования были, не юниорские, а такие прям хорошие, конкретные, много участников со всей страны, разные возрастные категории. Вот там 14. Мы посмотрим, как здесь будет. Но, по крайней мере, пока проходит достаточно быстро. Неплохо идет. Стол перелетает, все в порядке. Вроде как явных оттормаживаний нигде не было. Стат участника под номером 1 Макаренко Захара 49-98. 49-98, нормально. Кстати говоря, получается, что вот первая девушка, которая проехала в луч, да. Но здесь вот на юниорском здесь как бы такое бывает. вроде динамично идет хорошо. Здесь еще может быть вопрос подготовки оборудования, ведь сервисмены тоже должны там полировать как-то эти доски, так же как и лыжи, в общем, перед стартом. Готовить их специальным образом. Обычно это делает тренер. Сергей Забелов, представитель команды Республики Беларусь. Кстати, кандидат в мастера спорта. Ранее участвовал и в бигере, и в слоупстайле. Это для него такая, наверное, во всех возможных соревнованиях Сергей участвует. Ну и вот вы видели. По молодости можно, почему нет? Неплохо, да, преодолевает вот как раз все трамплины. О, какой пролет шикарный. И еще один. Видно, что опыт имеется. Вот это классическое приземление такое на хвост доски для амортизации. Здесь решил объехать трамплин, обратите внимание. Может быть, он посчитал, что это так будет быстрее. Едва ли. Результат участника у него результат еще пониже. 50-01. 50-01. Ну, просто логично. И прыгаешь в слоупстайле, объезжает кикер. Не знаю. Это странно, да, конечно. И тем более КМС, как бы, товарищ не первый раз. Обратите внимание, доска у него не кроссовая. Обычный классический такой фристайловый снаряд. Ну да, тогда понятно. Ну, то есть на чем есть, на том и едем из серии. Ну да. Оскар Уразабахтин, Республика Башкортостан, первый разряд. Стартовал участник с нагрудным номером 3 Уразбахтин Оскар. На первенстве Сибири в этом году, вот в этом сезоне уже он был 7-м. Чуть-чуть ошибочка небольшая была на повороте. О, как жестко. Не справляется.
Не справляется вставать на трассу обратно. Здесь видно, что не справился с управлением. Бывает. Да, флаги нужно объезжать. Здесь А полз так без аккуратнее. вариантов. Доехать. Как ворота, пропускать нельзя. Для этого, собственно, они и установлены. Ну да, иначе ДНФ будет, и мог не ехать. Досадное вот это падение было. Да и больно. Ну, больно. Больно, плохо ударился спиной несколько раз монтаж. Но, тем не менее, обратите внимание, находит себе силы здесь прыгать, наши аплодисменты сдержаны. Все-таки до конца трассы он выезжает. Вернулся, не расклеился мужчина. А что случилось-то? Участника под номером С трамплина 3 неровно Да, да, неровный выход, то есть... Так подбросил The его time ногами of вперед, вообще participant плохо. number 3, Что, он Uras полетел сразу Batnaskar, is тазом 1 назад? minute 06.76. То есть ноги выскочили вперед, само Мне кажется, простудное падение. тут ошибка была здесь тоже на последнем трамплине. Он как будто толкается с заднего конта. Обычно он так не делается, либо с прямой доски, либо там с переднего, чтобы на контроле. А когда вот заднего конта, это наименее контролируемая часть доски, ну то есть ну, традиционно. Ну, логично. Вот, поэтому, наверное, так Ну, получилось. это недостаток техники, ну, то есть получается, если так все резюмировать. Да, ну Куренков Никита, Республика Беларусь, кандидат мастера спорта. Number 4, Kudakov Nikita, the Republic of Belarus, is moving course. Ну, здесь вот тоже наблюдается техника такая фристайлическая. Как из акробатических дисциплин, что называется. Ну, и доска, похоже, что тоже не заточена, скажем так, под бодер-кросс. Посмотрим время. Это к вопросу, да, разница оборудования. Какая разница серии, на чем ехать? Есть разница, есть. Огромная разница. Ну да, но все-таки, если спортсмен выступает в основном в бигере слопстайле, конечно, это накладно там держать еще один комплект для, допустим, бодер-кросса, сноуборд-кросса, если ты выступаешь там раз в году, раз в 2 года. То есть просто ни к чему. Да. Вот тут тоже видно, что кажется, шел уверенно, круто, прыгал с трамплинов хорошо, но вот эта доска, видимо, не дает такой скорости, как доска специализированная для сноуборд-кросса. Ну да, тем более ты юниор, мы понимаем, что у них могут еще и у 99 в периоде, наверное, людей нету там дикого количества спонсоров. Карим Зиаддинов на старте. Доску подарить, Республика Татарстан. Да. И, соответственно, со своими Первый разряд у спортсмена. Тоже был, кстати, на всероссийских соревнованиях в Таштагое в конце января. Ну, 20-е место только у него там было. выплывать. Отрабатывает, да, пытается вкатывать. Такая интересная техника. Вот всех вот это своя манера руки держать определенным образом. Кому как удобно. Ну, кстати, очень похоже бывает у досадно. Все, вроде ехал, почти доехал. Такое бывает, когда недолет, плоскач. Здесь нужно удержаться. Не каждый может. Ну, это вот удар по ногам, это удар по доске. И, естественно, его начинает вести сразу. Естественно, такой результат. 58-12. На падении, конечно, теряется очень много времени. На таких прям... Ну, здесь прям, да, он рано толкнулся. Там было видно, не доехал, наверное, с метр. И вполне логично, этот самый метр и не долетел даже больше. Вот так. Неаккуратно. Прыгнул корректно. Это 8-12. Это пока идут
засечки. Готовится Владимир Чебыкин. Что Чебыкин, Уральский федеральный округ, второй разряд. Ну-ка, вот, кстати, и первый, и единственный представитель со вторым разрядом. То есть выступает. Интересно. А как ездит? И два всего участника с Уральского федерального округа представлены. Ну, обратите внимание, второй разряд, как едет, а? Будьте любезны. Вполне себе. Ну, это и в Таштаколе тоже он был на этих соревнованиях, естественно. И это 15-е место у него было, в отличие от предыдущего участника. Ну, не 20-е, да. Не 20-е, да, 15-е уже получше. Хоть и второй разряд, казалось бы. Ну, пока, обратите внимание. Он идет достаточно уверенно. Сейчас посмотрим, что скажет заключительный трамплин. Вот он, кстати, раз вылетел, попал, но все равно справился. Ну, хорошо. Ну, глобально хорошо. Молодец. Доска вот жесткая, видно, кроссовая. Немножко высоковато стоял, то есть не везде справлялся с скоростями, но тем не менее. То есть чуть-чуть быть более сгруппированным в поворотах, в контруклонах. Ну, это как раз вот это то, что то, о чем вы с вами накануне еще говорили, это накат. Накат, наработка. То есть некоторые вещи не покоряются. Ну, мы не берем сейчас сложную акробатику, да, здесь, в общем-то, и нет. Вот именно умение садиться в поворотах, вот это все прочее, это только практика. Когда ты находишь свое, как ты едешь быстрее. О, спортсмен в теплой куртке. Ильшат Давлетзянов. Прыг. Опа. Тоже, кстати, первый разряд. Ну, первый, но не второй. А ребеночек-то подзастрял. Подзастрял. Пришлось ее так прыг, пергал и перепергал. Ну, часто, в общем, наверное, вот эта гребеночка для многих играет такую дурную шутку, что называется, потому как будет очень сложно там вот с таким временем, ну, длинным пройти уже финал. Ладно, с таким временем, а как ты вчетвером собрался? То есть людей локтями распихивать, перелезать? Ну, вот для этого, собственно, и существует квалификация. Вот сейчас, мне кажется, вот будет отсев такой достаточно серьезный. Все, кто там лазит в отдельную группу, да, отдельно лазить. И ледород еще будет. Цепляться удобнее было. Я говорю, ну что потому что... Да, трамплин, естественно, объезжает, потому что скорости совершенно нет. Ну, доехал. Так, и Егор Яничкин будет следующий из Дальневосточного федерального округа представитель. Первый разряд. Здесь минута 13:58. Ну, доехал. Кстати, как показывает практика, вот на соревнованиях спортсмены Дальневосточного федерального округа обычно такие достаточно сильные, с опытом, с хорошим. Вот и девчонки были в квалификации, мы видели две. Неплохо себя показали. Посмотрим, какой результат будет у Яничкина, как он пройдет эту трассу. Смотрите, крепкий такой спортсмен, да. Яничкин Егор, Дальневосточный федеральный округ. Здесь как раз пацаны. Как вы видели, оттолкнулся с хвоста доски. Так, ногой поддал, щелкнул, что называется, и перелетел в итоге. Да, попал. да, молодец. И, кстати говоря, вот очень многие спортсмены из регионов, они параллельно еще занимаются слаломом, гигантским слаломом. То есть сноуборд-кросс не единственная дисциплина скоростная, в которой они участвуют. Ну, здесь прямо, смотрите, достаточно агрессивно идет. Низко сидит. И вот этот результат-то хороший будет. Хорош. Да. Хорош. Вот это уже прям, ну,
очень, Участника наверное, под самый номером уверенный 8 сейчас, Янишкина кто был. Егора 45-93. Ну, на домашнем первенстве Камчатки Time of своем в participant параллельном number горнолыжном eight, слаломе, Янишкин кстати, Егор is был третьим. 45.93. Неплохо. То есть достаточно Первое опытный место. спортсмен, ну и вот как бы результат. Первая предварительная позиция у Егора, ну, красавчик. Прекрасно себя сейчас показал. Вот, ну что ж, у нас небольшая здесь заглажка и небольшая пауза. Вторая часть марлезонского балета практически, вторая часть мужской квалификации с 9 по 18 у нас получается здесь. И вашему вниманию Александр Галишов. Александр, прошу прощения, да, Александр Галишов у нас представитель также Дальнего Востока, только что его коллега Игорь Евгеньевич прошел просто блестяще. Стартовал участник с нагрудным номером Ну и на 9, первенстве Ижевска у него 12 место было в этом сезоне уже. То есть, получается, либо декабрь, либо январь. Вот, ближайшие соревнования уже прошли с начала сезона. В том числе в Ижевске. Но соревнований было достаточно много. И в Барнауле проходили, и вот в Кыштаголе, и в Красноярске. Много где. Ну так вот хорошо проходит. Очень быстро идет. Прям вот он еще разгоняется. Еще разгоняется. Да, разгоняется. именно вот определенная работа ног и рук на этих роллерах, да, вот на этих. Но он коллегу не обгонит, и, в принципе, результат 48. Вот попытался, видели, на финише еще чуть-чуть Прибавить. да, прибавить, как бы снизив трень доски на тейл, прям Результат это, участника под задавив номером 9, немножечко, Галишова Александра 48, разгрузив, то есть, доску. 54. The time of participant number 9, Казалось, прямо Галишов здорово Александр, идет, is очень здорово, но 48.54. уже при заходе на трамплин у него за 45 секунд было, у коллеги под 45, потом съезжал. То есть какое-то место-то будет куда-то в пятерку, чтобы ничего не путаю. Вот нам Ну, продали второй. 48-54. Ну да, в пятерку, что где неправильно. Второе место. Представители Дальнего Востока сейчас распределились друг за другом. И Иван Горячев. Да, Иван Горячев из Сибири, то есть, получается, он местный, не Кузбасс, но Ну, тоже Сибирский федеральный Сибирский федеральный округ. Participant number 10, Горячев
started. Первый разряд у Ивана. Чуть-чуть повело. Недолет. Второй даже прыгать не стал, вот этот вот гэпчик. Ну, пытается вкатывать. Достаточно легкая манера езды при этом. Обратите внимание, он не стесняется. Да, это прям прокачивает как бы самого себя. Действительно, такие движения придают ускорение. И на скейтборде есть похожая история, строится из асфальта, называется памп-трек. В целом на ней они тоже тренируются летом, и уже в любом городе нашей страны практически можно увидеть такие вещи. The time of participant number 10. Именно памп-трек, да. Состоящий из таких же, как в сноуборд-кроссе, поворотов и вот этих роллеров, таких почек, ну, по которым можно ездить и, это, так сказать, разгоняться и прокачивать как бы себя. Прокачивать вот эту технику. 49-31, близенько. Вот, кстати, это прекрасно. Замечательно. Горячий привет передает маме. Текущая третья позиция. Михаил Новоселов у нас на старте. Михаил Новоселов 2006 года рождения. Кандидат в мастера спорта, тоже из Сибирского федерального округа. Ну-ка, КМСов всего 4. Стартовал участник с нагрудным номером 11 Новоселов Михаил, Сибирский федеральный округ. Кстати, в Красноярске тоже недавно прошли международные старты, где Михаил был 10-м. То есть это достаточно хороший результат. Ну, Участников было много. И посмотрим, как на этих международных стартах он себя покажет. У него профессиональная вот эта гоночная форма сборной России. Свеженькая этого сезона. В этом году такие цвета. и время. Да. Первый или второй. Это вот практически железно. Очень хорошо прошел, очень уверенно. Результат участника под номером 11 Новоселова Михаила 45-44. 45-44. Очень близко. Близенько. Participant number 11, Новоселов Какой там Михаил, результат был 45 у Яничкина, я сейчас, честно говоря, затруднюсь сказать, табло нет перед глазами, но где-то близко. Да, прям я думаю, что соты их отделяют. Да, очень хорошую скорость показал Михаил Новоселов. Звук записывается? Первый. В общем, я семья уже привет передал. София Александровна, химический вам привет. Усманжон, ходи в качалку больше. Вот. По классике. Мама, люблю тебя, папа тоже. Настя, привет. Марьяну с 2 месяцами. Вот так вот. Ну, всем передал, никого не забыл. Да. Молодец, да. Молодец. Очень ответственный молодой человек. Ну, и, кстати, говорит о такой достаточно хорошей собранности, потому что после прохождения на высоченной скорости такой трассы, на международных стартах, вот взять и так это все выложить, да. Готов. Тренировался. Готовился. Молодец. Застрял на старте Илья Маклаков, который должен следующим заходить. Вот и он. Первый разряд, Кемеровская область, Кузбасс, хозяин. Местный, да. Тайги. Стены должны помогать. Ну и понятное дело, что в Стокгольме он тоже на всероссийских соревнованиях в январе был, то есть он участвовал именно, катался по этой трассе, был 13-м. Если 10-й хорошо, 13-й, можно сказать ничего. Ну, 13-й такой сноубордический номер для тех, кто в теме. Ох, ну вот что ж такое-то. Что случилось, не очень понятно, на самом деле. Хорошо шел. Такое ощущение, что вот так вот. Как будто зацепился
там за что-то контон. За что? Какую-то выбоину или... Ну, странно. В общем, трасса достаточно хорошая. Заглажка тоже была перед второй группой. Досадно. Особенно у него время, с учетом падения, обратите внимание, как он едет. Но это значит, что он очень хорошее время мог показать. Да, так я про это и говорю. Я про это говорю, это вдвойне обидно, потому 12 что Маклакова это Ильи, 56-22. 56-22 с падением. All Вот, participants number видите, 12, он ловит кант, is Да, ловит кант, задний кант. 56.23. и при этом после этого вот его разворачивают, он встает сразу, не теряясь. Это какая была скорость у него, обратите внимание, что он еще доехал на такое время. Да еще нормально разогнался. И, Да, как вы видите, с трамплина прыгнул, да. вполне себе вылетает. И даже туда куда-то, не на шишку. Ближе к Вполне первой себе в зону линии. приземления, да. Ну, надеюсь, что дальше он покажет себя там в четвертьфинале. Да, достойно, потому что обидное, очень обидное падение, или прям очень. Любое падение обидное, но у него результат был бы серьезно лучше. Владимир Дитятев, Ну, представитель Саха, Республики Саха-Якутия. Вот сейчас посмотрим, да, что... Стартовал Ребят. участник под номером 13 Дитятев Владимир, Республика Саха. Пробирается, да, продрался через гребенку. Participant number 13, Ditajev Vladimir from the Republic of Sakha. И да, здесь задача пройти трассу. Здесь результат, я думаю, что не будет показывать никакой высоты, но очень аккуратно стоит. Пока идет, кстати, Владимир по трассе. Держись. Вот сможете расписать в словах, я знаю, что эта тема не быстрая, разница вот именно досок для борткросса, и вы сказали, вот специальное оборудование явно Да, ну, для другого фристайла. доски для борткросса, конечно, отличаются повышенной жесткостью. Дело в том, что, например, мы видели нескольких ребят, которые выступали на досках для фристайла. Они вроде как очень хорошо, грамотно отрабатывали на всех препятствиях. Под номером 13 Дитятева И Владимира, вылетали, и минута перелетали 0:01, гэпы, 0:06. из трамплинов все хорошо у них было, отщелкивали там, где надо. Но все равно, как бы, время показывали не очень хорошее, даже я бы сказал, плохое, потому что вот мы только что наблюдали спортсмена, который при падении, после падения такого достаточно серьезного, все равно показал время, Ну, нормально. да, равное тому времени, которое показали вот эти спортсмены, которые были на досках для фристайла. То есть это говорит о том, что у фристайлических досок слабенькая торсионная жесткость на скручивание. А это очень важный момент, поскольку именно это позволяет держать доску в поворотах, вот в этих огромных контруклонах. Вот, именно за счет того, что микровибрации происходят на скручивании у фристайлической доски, там падает скорость как раз вот в эти моменты. Ну, то есть, чем она жестче, чем меньше ее скручивать, чем меньше ее скручивать, тем лучше она держит скорость. Конечно, Непосредственно. Да, она может быть на трамплинах визуально отрабатывает замечательно. Все там супер, но вот именно на скоростях, в поворотах она так не работает. Ну да, я понимаю, что вы говорите, потому что вот мы с вами давеча работали, вполне себе снопстайл, там скорость важна, но там не настолько она важна, тебе важно все четко сделать. Да, там еще маневренность, здесь же еще и именно вырез талии, да, так называемый шейп досок. Середина. Да, именно середина доски, потому что если вы обратите внимание, у кроссовых досок ширина доски примерно одинаковая, и Novus Tail, и серединка. Ну, конечно, талия присутствует, без нее бы не было поворотов, да? Но у фристайлических досок этот вырез, он гораздо глубже. Потому что им важна в большей степени маневренность в момент времени. Здесь Совершенно все-таки верно, поворот да. протяженный. Он длинный, в него можно заложиться, тебе нет необходимости рубить угол, да, что называется. Да. То, что у вас называется, карвинг, Карвинг, да? резный Резать. поворот. Резать, вы видели. Вот. И, соответственно, Хочу передать привет родным всем, вот Семена послушаем. всем моим напарникам, кто меня поддерживает, тренеру спасибо сказать.
Семен Локосов, текущая 4-я позиция. И, соответственно, у досок для именно бордкросса в этом необходимости никакой нет. Здесь Да, у упор них идет. там может быть А что касается помягче самого тейл. покрытия? Что касается самого покрытия? Да, там тоже бывают Покрытие, дорогие друзья, то на чем едут? Да, это скользяк, так называемый. Там тоже могут быть нюансы, поскольку у фристолических досок там часто используется простейший полиэтилен. Вот, для того, чтобы они были более ремонтопригодны, потому что перила все-таки, да, или там камни в горах попадают, все что угодно. Вот, чтобы этот скользяк можно было легко залить. А вот у скоростных дисциплин таких задач не стоит. Камней там не предвидится. Да, поэтому идеале. ну, сразу стараются, конечно же, чистить. Вообще пылесосить, я бы это так назвал. До малейших вот этих самых нюансов, до малейших камушков все прибирают. Вот, поэтому там используется спеченный полиэтилен высокой плотности, который показывает, он жестче и показывает другие как бы скоростные характеристики. И Тимофей Харитонов вылетает, попадает таки на ту самую фишку, и результат за 50 здесь получится. Да, хорошо шел-то. Молодец. Дошел. Единственное, что недолетик такой, там было пару ошибочек и недолет на трамплине. На трамплине, на финальном, что, конечно, Не так зрелищно выглядит. Ну вот он четко влетел прям на самый бугор. Хорошее попадание. но тем не менее удержался, все, доехал. Нет, доехал, вопросов нет, там место не будет высоким, 8-я позиция, так что плотность результатов там примерно 44-45. Лучше. Думал, из 50 выйду. Ну, Он так подсносило. А так всем моим приятно. Спасибо вам огромное. И тренер у меня самый лучший на свете. Лучше не найти. попробуй квакнуть, что нет. Тебе с ним еще работать. Да. Блин, кстати, вот это вот очень радует, такой позитив. Ну, молодец, конечно. Все это все шутки. Разумеется. Да, и то, что тренер самый лучший, ну это вот вообще класс. Ну, можно только позавидовать, потому что, ну, всякое бывает. А здесь прям вот честно, открыто. Очень приятно, конечно. Илья Соколов так по синей линии решил пройти в самом начале, закладывая довольно интересный, резанный такой поворот, заходя с внутреннего радиуса на внешний, и с внешнего уже перекладываясь. Республика Саха-Якутия, кандидат в мастера спорта. Ну вот он едет. Это видно, что Да, тут хорошо. вот единственный показ всей команды, кто показывает реально, ну вот, хороший прокат, показывает себя профильным спортсменом в этой дисциплине. Вот, отлично. Уже между первой и второй линией. Хорошо, до 48, нормально, из 50 выбрался свободно совершенно. Ну, сборник, в общем, Участника понятно. под номером 18 Соколова Ильи, Да, 47, это понятно. 50. 47-51. Накат имеется. Ну, КМС, он как раз один из четырех КМС. 7 самураев, да, 4 КМС. 47 и 50. Хороший результат, кстати. Ну, это как раз вот плюс-минус Какое-то, может быть, третье место группа. даже. По результатам. Да, Сейчас где-то посмотрим. там, Да. где-то 3, 4, 5. Здесь плотность результатов, опять-таки, повторюсь, она высокая, и поэтому здесь тяжело сходу сказать, какой именно третий, да. Всем привет. Илья Соколов, ну, вот, поддержал, собственно, реноме своей спортивной школы, что мы и... Ну вот он на третьем месте как раз, Илья Да. Соколов. Михаил Новоселов первый, Егор Яничкин второй, но что по квалификации первые 8, ну, все, получается, квалифицировались, Конечно. значит, мы всех увидим в финале. В 1/8. Да, в 1/8, ну, в общем, и дальше будем смотреть за их. А вот как раз ливанские спортсмены DNS, что называется, didn't start. Мгм. Ну, дальше у нас, собственно, будет уже финальная часть, за которой мы и посмотрим.
Судейское время 11 часов 36 минут. Объявляется 4-минутная готовность до старта открывающих. Первый открывающий.
пара открывающих. Возвращаемся обратно в Штокгольм. И, соответственно, у нас сейчас с вами полуфинальная и, полуфинальная, четвертьфинальная и финальная часть, потому что у девчонок всего 6 квалифицировались в финальную пульку. Сейчас интересно, каким образом они будут располагаться. Потому что 2 заезда. В каждом из заездов по 3 участницы непосредственно. У ребят ситуация поинтереснее, потому что там 4 заезда, собственно, все 16 квалифицировавшихся, они будут четвертьфиналить, потом полуфиналить и далее по списку новый большой финал. Зрители веселятся, погода отменная сейчас в Штокгольме. Не то, что мы наблюдали тут в начале недели, прям снегопад, мокрый снег, да, очень сложные были погодные условия, а сейчас все, в общем-то, прекрасно. Вот там детали трассы показывают: 535 метров высота старта, финиш на 414, длина 649. В общем, такая хорошая, качественная трасса. Вот я про это спрашивал, пока мы в эфире были. Вот этот подъемник, он как называется? Ну, это швабра. Это классическая швабра, как ее именуют в народе, потому что, ну, или якорь, да? Вот, то есть она имеет такую форму, просто очень похожую на якорь, да, и вот, собственно, ее так и называют. И так это модификация бугельного подъемника. Есть тарелочки, есть якоря, то есть, на мой взгляд, якоря намного удачнее. Вот, температура какая? Воздуха минус 4, снега минус 15, snow condition hard. Ну, по-моему, вообще идеально. Да, но падение, конечно. Ну, падение здесь больно, ну не падай, да. какие вопросы-то. Он говорит, дерется, а ты защищайся, чтобы он не дрался. Вы не падайте, чтобы не было больно. Это понятно, легко сказать, да, оборону держать. Но собрались не люди, которые первый раз видят спорт, а все-таки те, кто уже умеют так или иначе кататься. У девчонок, кстати, чуть бескормнее получилось. У ребят, ну, в принципе, достаточно достойно. Вот, обратите внимание, интересно, как готовят доски перед каждым стартом. Обязательно проходит каждая доска полировку, потому что, ну, всякое могло быть на трассе, на всякий случай. Доски могут быть и промазаны, могут быть и отполированы. Ну вот нам показывают, как распределяются ребята на старте. Ну, здесь все достаточно просто и понятно. 4 четвертьфинала, по 2 победителя выскакивают дальше. Полуфинала непосредственно. Ну, а двое, спасибо, Олимпийка, система суровая. И начинают, обратите внимание, начинают прямо с мужиков. То есть девочки поедут потом. Ну, логично, потому что у них сразу получается полуфинал. Ребята, первая пара: Михаил Новоселов, Сергей Забел, Тимофей Харитонов и Ильшат Давлетзянов. По цветам здесь просто достаточно будет определиться. Вот, у Новоселова красный, у Забела зеленый, Харитонов синий и Давлетзянов желтый. Запускайте. Хватит слушать прекрасную музыку. Музыка действительно прекрасная. Нет, здесь такая такой бодрящая, прям утренний рейв такой, знаете. современная там электроника.
Стартовал первый заезд от Ну вот сразу немного отстает как-то у нас красная майка, желтый участник Ильшат Бельзянов. Он опять с гребенкой не справился. Да. Ну а наши лидеры Михаил Новоселов, Тимофей Харитонов. И, кстати, даже Сергей Забелов очень грамотно поставил. Сейчас спину не дал влезть, вынуждая атаковать Михаила Новоселова. Михаил справляется, и Забелов не выдерживает, падает. Не падает, цепляется, ну езжай дальше-то. что называется, подавил, да, своим вот этим вот напором Михаил Забелу. Таким образом, получается, что у нас Михаил финиширует первым, вторым у нас Тимофей Харитонов. Сергей рано бросил бороться, то есть такое ощущение, что он после этого так расстроился, да, что прям, ну вот никак. Ну и Ильшат выезжает в четвертой позиции. Ну да, понимаю. заезд финишировали. Вот, Да, была вот прям борьба. Синяя майка. Борьба. И вот он, вот он. а вот как раз этот момент, когда он не справляется, жесткость доски не та, и вы как вы могли увидеть, задний кант задрало. не задний кант, он пытался накатывать и ну, наваливался вот на ноус доски, а ноус доски мягкий, он такой прям промялся под ним, под его весом и скоростью. Хвост подняло, и все это привело к падению. Собственно, да. Доска у него просто, видите, с зубной щеткой. Так что тут уж Ну мягкая, да. мягкая. Мягкая, здесь, может быть, оборудование чуть-чуть подвело. Новоселов, Харитонов квалифицируется дальше в полуфинал. Молодцы. Прямо радует нас. Жизнь борт. Прям красавцы. Онлайн они ведут. Ребят, мое почтение. Респект, уважуха, что называется. Александр Галишов, Семен Локусов, Илья Маклаков и Зайдинов. Александр Галишов красный, Семен Лакусов зеленый, Илья Маклаков синий и Карим Зиаддинов желтый. Мишки. Внимание. Что там по тейбл-топам в начале? Погнали. А вот Так. как-то снова засада, да? С желтым. Зиаддинов опять прилет. Синяя майка. Номер 5. Зиаддинов. Карим. Ну как-то сильно не удается ему быстро выбраться. Но Илья Маклаков впереди. Ему на пятки наступает Семен Лакосов. Ну и Александр Галишов красный тоже недалеко. То есть достаточно плотно. Хоть чуть-чуть вот растянулись, но все-таки рядом. Тут любой момент может произойти все что угодно. Тоже такой спорт скоростной. Ну, Маклаков еще Финальный ошибется. трамплин. Он не ошибается. Накатывает. Да. И что с Маклаков и Локосов. Как шли, так и Так и финишировали. Да. Ну, а Вот и да. Карим Зиаддинов. И примкнувший к ним, да, помните, Шипилов, да? Да, Карим Зиаддинов в данный момент. Второго заезда. Первым финишировал синяя майка. Маклаков Илья. Вторым финишировал зеленая майка. Ну, это вот самая глубокая Третья такая, майка. Яма. глубокий радиус, да? Самая глубокая яма, в которой ты и сидишь. Да, и здесь сложно быстро из нее выбраться. Вот. Ну и здесь, наверное, время как таковое уже не так важно. Да. Именно очередность. Если приехал первый за 2 минуты, остальные почтительно за тобой плелись, неся сноуборд под мышкой, да, по трассе, то ну ты крут, ты молодец, да, ты сумел их морально подавить настолько, что они поняли, что соревноваться с тобой бесполезно. Ну, вот. Ну это как бы кроме шуток, потому что здесь, ну, неважно. Твоя блестящая скорость квалификации, но вот интересно ровно до момента, пока начинается самое основное, то есть вот это. Так, Маклаков и Тимофей. там и Локосов уходит как раз к Новоселову и Харитонову. И у нас третья четверка: Илья Соколов, Иван Горячев, Владимир Чубыкин и Владимир Дитятев.
песня. Ну вот как-то, видите, желтый виалик. Желтому все время выдают номер. Ой, Ну здесь какой плохой подъемничек. Номер 18. Это полукартончик Что получился. его там не то подрезали, не то подсекли. Или он сам себя. Сейчас в повторе нам покажут, но пока впереди Соколов. Соколов. Красный номер, красная манишка. А второй, я так понимаю, сейчас там едет Чебыкин. Если я правильно понимаю, а вы не видно даже еще. Ой, такой шифте. Бэксайд шифте сделал красивый. Ну, по красоте, спасибо. Это как раз было... Да, все верно. Вот, Владимир Чебыкин со вторым финишером, практически годом одиночествует. И вот добирается до финиша Владимир Детятев, а там Ивана Горячего, походу, что не здорово. Ну значит, там, я видел, там какое-то падение было на плечо, видимо. Плохое очень падение, плохое там. Ну, это значит, Ключица, все что угодно. Ключица, руки, спина. получается, что медики задерживаться будет Что-то у нас произошло. дальнейший старт. Вот здесь не видно ничего. Ну, вот сейчас покажет. Вот здесь как-то. Ой. Вот так он. Ну, ключица, да, левое плечо, левое плечо, шея, спина, там, ну, плохое падение. Не успел ни перевернуться, ни Прям в самом сгруппироваться, начале. упал плоско. Еще вниз Вниз дополнительно вниз. просто. На то же получается плечо еще и с трамплина. Номер Ну, 18. это вообще Я. Вторым финишировал добил, так сказать. синяя майка номер 6 Чебыкин Владимир. Вот он этот Третий финишировал стайловый желтая майка трюк. номер 13 Детятев Владимир. И Почему бы? четвертый Шестачок. Почему бы и номер не было? 10 Да. Горячев Иван. Скорейшего выздоровления. Кстати, Если травма, и чтобы все было хорошо, если все-таки не травма. Ивану Горячего. Владимир in the blue beep finished the second. Кстати, с этими интересными Владимир in the yellow beep finished the third. трюками на последнем And трамплине Горячев есть Иван одна in the замечательная green история, beep finished the fourth. олимпийская. Линдси Якобелес. Есть такая, или Джакобелес, американская спортсменка. Не принципиально. Да, дело в том, что она впервые участвовала в сноуборд-кроссе на Олимпиаде в 2010 году. И там она шла первой, абсолютно с отрывом от всех остальных. Вот как сейчас, например, участник в красной майке. Илья Соколов. Да, Илья Соколов. И на финальном трамплине она решила взять красивейший грэб, который называется метод грэб. Это когда доска берется за ноус, вытягивается как бы в бок налево, это если мы гуфи, да, и задняя нога подается еще туда же, как бы назад, в сторону руки. То есть получается такая вот очень интересная позиция в воздухе, когда твоя передняя рука находится впереди, и задняя нога тоже находится впереди. То есть ты как бы ее вот так вытягиваешь туда аж, тянешь. Красивейший грэб. Она рассчитывала, что там все нормально, все под контролем. Девчонки отстают. И падает. И падает, и все ее... То есть у нее была золотая медаль буквально в кармане. Но исполнение трюка неудачное не удалось ей получить эту медаль. Вообще она, по-моему, в призовые не попала тогда. Понт оказался неоправдан. Да, и дело в том, что на протяжении потом долгих 12 лет ей не удавалось вообще ничего на Олимпиаду занять, хотя она участвовала, и, в принципе, опытная спортсменка, у нее больше там 100 стартов на Олимпиаде, и только на Олимпиаде в Пекине она также отрывается, вот, едет на этот большой финальный трамплин, берет грэб и побеждает, в этот раз не падает. Потрясающе. То есть рискнула. Несмотря на столь неудачный опыт, она все равно решила рискнуть. Вот это браво. Вот здесь сейчас идет расхождение небольшое, потому что здесь они Никиту Куренкова ставят в красной майке, а он по сноуборду в синий, а Яничкин зеленый, а по сноуборду красный. Зарбахтин желтый, соответственно, здесь синий. Ну, то есть здесь у кого-то правильно, у кого-то нет. Я, кстати, не очень понимаю, с чем связана такая пауза. Транспортировка, трасса закрыта. Транспортировка пострадавшего. Ну да, там продолжаются какие-то Движники. сонные моменты.
чаще всего так происходит, что трассу не открывают, пока полностью не будет эвакуирован спортсмен. Ну, с одной стороны логично, с другой стороны его уж не прям попасть. Согласен, да. Тем не менее, Есть регламент, какие-то да. службы могут быть просто задействованы, их внимание, собственно, на этом моменте. Ну да, вот я с виража в любом случае. Ну, во-первых, медицинская бригада должна его увезти, и следующая да. должна прийти. Да, тут вот на самом деле такая история. Действительно, бывает так, что даже когда скорая уезжает с пострадавшим с соревнований, соревнования не начинаются, пока не прибудет вторая скорая. Следующая бригада, да. Тут речь даже не о спасателях, которые дежурят на самой трассе, а уже как бы вот о бригадах, о медиках профессиональных, которые осуществляют эту транспортировку до больницы. Но для ребят на старте это сейчас не очень хорошо, потому что Но остывают, в общем, подмораживаются, да. холодно. У многих совсем не утепленная Комбезы, вот да. эта соревновательная одежда. Комбезы не утепленки, и, ну, они в угоду скорости сделаны. Они... Ну, вот, собственно, информация оттуда. Ждут, чтобы спасатели обратно поднялись. На старт, да, ну, собственно, там, где они должны быть, Спасти, чтобы наблюдать, смотреть за соревнованиями, быть готовыми в любой момент выдвинуться на место падения. То есть, как мы и говорили, это обязательное условие. Без присутствия спасателей, как раз мы видим, которые уже отвезли пострадавшего и сейчас поднимаются на подъемнике наверх. И как только они до туда доберутся, соревнования смогут продолжиться. А мне вот интересно, у кого все-таки была неточность в указании четверки, потому что очень не хочет он назвать никого спортсмена. Не буду кататься, говорит, хватит. Ну, звери всевозможные, как обычно. Талисманов прикольно. В том числе рысенок, тихоня. Ну, кстати, очень понравился. Символ Олимпиады, да. Символ вот. Кстати, очень симпатичный сам главный герой рысь Тихон, по имени которого, ну, в общем-то, благодаря которому появился вот этот рысенок Тихоня, да, который... Это что за такая интересная дисциплина? Один трое стоят и ждут, пока в них снежком попаду. Ну, по щам так еще нормально целился и вроде попал. За этой рысью можно наблюдать, я так понимаю, еще. Да. Греются как могут, на самом деле. Действительно, даже любые такие подвижные вещи, игры, да, но они согревают, конечно. Ну, в том числе. В ожидании. Это классная тема, вот эта шапка с ушами, которая, ты, если нижнюю часть тянешь, поднимается. Да. Очень прикольно. Прям первый раз такой вижу. Ну, собственно, вот спасатели на месте. Спасатель Кузбасса. Ну, что же мы ждем? Возможно, Не действительно, знаю. вот эта ситуация со скорыми, с бригадами скорой помощи, которые... Да нет, вот, да нет, но нам Ну, что вот он, да? сказали, да. С телегой. Ну все правильно. Здесь же какая ситуация? Здесь подъемник поднимает выше трассы. То есть спасателю для того, чтобы выдвинуться на сам старт, ему нужно подняться на подъемник и потом еще спуститься с этими носилками вниз к линии старта. Там нельзя где-то по Я ходу думаю, подъема носилки кинуть в что сторону? не от самого как бы подъемника, не от верхней станции старт происходит. Ну, может быть, здесь виднее, потому как я в Штокгольме не был. Вообще, не знаю, как у них там все расположено. Последний такой крупном комплексе был, это Красноярск. Очень симпатично сделан был. Он и для пишущей и снимающей братьев был довольно Удобно все сделано. грамотно выстроен, прям без дураков грамотно. Ну там в Красноярске ведь у них еще есть
тоже достаточно хорошо сделан. Ну, конечно, Ну, тут к тот комплекс, универсиаде о котором мы говорим, да, он построен к универсиаде, и там все сделано как раз для того, чтобы и съемочные бригады, и все специалисты чувствовали себя комфортно. и спортсмены желательно тоже. Да, да, да. Вот я, кстати, первый раз там тогда полазил по трассе с Еленой проводили обзорную экскурсию, я пришел просто чисто посмотреть, как это все сверху смотрится. Ну, любопытно было. Так смотришь вниз и думаешь, вот, не дай ж тебе Бог сейчас подскользнуться туда. Конечно. Ну, вроде все готово. Ура! Итак, старт. Красная майка номер 8 Егор. Зеленая майка номер 9 Смотрите, синяя майка номер 4 Захар Макаренко, кажется, желтый, вырывается вперед. Это Оскар. Бахтин как раз. Здесь правильная информация. Вот эта вот. Ну вот ненадолго. Егор Янчкин, который блестяще пошел. Квал. Посмотрите. И атакует как сейчас Захар Макаренко. Оскара за Бахтина. И... Ну кто? Все-таки молодец. Оскар удержал. Соперник-то у него сильно не подарочный был. Да, это Оскар Зарбахтин. Прям молодец. Красавелла. Вот здесь он ошибся. Да, есть На радиус влез сразу Егор. ворвался, просто Да, врывается. прыжком его обходит одним практически. И здесь за спину Оскару встает совершенно спокойно Захар Макаренко. Не справляется где-то может быть, собственной скоростью, собственной техникой. Здесь Красная майка номер 8 Яничкин Егор. Вторым финишировал желтая майка номер 3 Уразбахтин Оскар. Третьим финишировал зеленая майка номер 1 Макаренко Захар. И четвертым финишировал синяя майка Куренков Никита. Ну, здесь. А еще у нас есть фотофиниш. На фотофиниш мы приедем вот так. Ну, здесь расстройство Захара, оно вполне себе конкретное, поскольку он до полуфинала не добирается, равно как и до малофинала. Яничкин и Уразбахтин. Все, здесь полуфиналы уже достаточно Номер 18 Соколов Илья. Укомплектованы, Номер 6 да, получается? укомплектованы. Номер 3 Сейчас по Уразбахтин логике, мы должны девчонок уже увидеть. Полуфинал 1. Соколов Будет небольшая Илья, пауза, номер естественно, между ними. Я думаю, что запустят товарищи трассу. Очередной раз сложные повторы. Да, нужно все-таки Загладить вину перед трассой. И, ну, дождемся, давайте тогда. Все-таки, да, было падение, тоже нужно там проверить, что к чему, почему и так далее.
поехали дальше. А чем дальше, тем интереснее, поскольку полуфинальная пора. Сейчас у девчонок Дарья Черкасова, Анна Кузнецова и Владислава Каргина. Первая тройка полуфиналисток. И вторая тройка, соответственно, Екатерина Потанина, Екатерина Буйнова и София Иванова. Тройка за номер 2. Здесь все обошлись без желтых маек. Дарья Черкасова в красной майке, Анна Кузнецова в зеленой и Владислава Каргина в синей стартуют в данный момент. Внимание, поехали! Стартовал первый заезд 1/2 финала у девушек. Красная там майка начинаются номер проблемы, точнее Красная, продолжаются зеленая проблемы. майка номер 8, скорее Иванова, синяя майка номер 3. Выбралась. Дарья Черкасова с большим отрывом, видимо. Поехал уверенно. Сейчас самой ничего придумывать не надо. Да, да, у Дарьи Черкасовой, напомню, в квалификации было очень хорошее время. 48 там... Мужики не все так ехали. Да, не все мужики так ехали. Она очень многих, скажем так, обскакала. Объехала на одном борде практически. Да. Так что Дарья молодец. Собственно, если ничего такого сверхъестественного не произойдет, то это, в общем, возможный лидер. Любимый уголок, где вот это все едут, в эту загородку. Анна Кузнецова, а Владислава Каргина аккуратненько, тихой сапой, как любят говорить. Мы не торопясь спустимся с горы и займем причитающийся. Вот как раз то, о чем я говорю. Никуда. А куда спешить? Жизнь длинная. На самом деле это тоже своего рода тренировка. Не, ну, учитывая квалификации и кондиции Владислава, для меня, безусловно, любой спартак и подобный практика будет являться огромным плюсом. Мне, кстати, даже показалось, что она получше, да, проходит? Ну, конечно, конечно. Уже поуверен. Результат первого Что ж заезда. такое? Первым финишировала красная майка номер 2 Черкасова Дарья. Вторым финишировала зеленая майка номер 8 Кузнецова Анна. Третьим финишировала синяя майка номер 3 Каргина Владислава. Сплошь красота. Results of the run. Даже так немножко успел пококетничать. В воздухе так лапку чуть влево двинули. Так, сильно загнули, выпрямили. Так могу, и я так могу. И я так получится. Ну и Дарья Черкасова, Анна Кузнецова в финале. Ну да, здесь логично. Я думаю, что заезда номер 3... нет, заезд номер 3 заявлен. Обратите внимание. Екатерина Потанина, Екатерина Буйнова и Соня, прошу прощения, Иванова. Иванова. Внимание. Такой энергичный старт, прям с рук. Все проходят эту сложную первую часть. Ну, никто там не застрял, по крайней мере, вроде как. Екатерина Потанина вылетает прямо так хорошо вперед по трассе. Да, вырывается. За ним Синяя маечка. синяя маечка Соня Иванова. Собственно, в общем, как и в квалификации, да. И у Екатерины Потаниной, и у Сони Ивановой были хорошие результаты. Но вот Что там происходит? падение было. Встаем, говорит тренер. Очевидно. А тренер уже там, да? Тут как тут. Деваться ему некуда. Ну, потому что если они обе там завалились, то кто приехал, тот в финале. И тут тоже, если же Гордом вставай. одиночестве Екатерина Потанина, у нее великолепный старт и великолепный финиш. Ну да, получается, завалились обе. Вот, не хватает скорости на трамплин. Ну, София Иванова Соня все-таки Иванова, но она выкатывается второй. Да, второй. Любопытно посмотреть, что же там все-таки произошло. Что там дальше-то? Так, трасса Пока трасса закрыта. закрыта, да, маршал стоит. Это значит, флагом. что Екатерина Буйнова там где-то на трассе прилегла довольно серьезно. Неужели травма опять?
Результаты второго заезда 1-2 финала у девушек. Первым финишировала номер 5 Потайна Екатерина. Вторым финишировала синяя майка. Третья номер 7 Буйнова Екатерина. So the second run, Potanina Ekaterina number 5 finished first, Ivanova Sofia number 1 finished second, Buinova Ekaterina number 7 finished Дайте посмотреть, неужели не мертвая точка оказалась? Ударилась, обратите внимание. И потом вот такая легонькая. Это бывает, да, такой от маски, потому что в маске там от сильного удара может пробить поролон, и Да. тогда пластик достает, в общем. Понимаю. ДНФ даже. Ну, то есть, если ДНФ, значит, там что-то серьезное случилось. Но мы в повторе этого не сможем увидеть, поскольку там в таком ракурсе, в общем, Видимо, как ходила, раз да. это случилось где-то на повороте, и так, что не было даже видно. Потому что там мелькнули, Да, мелькнули. запчасти, да, куда-то что-то да, полетело. Малый А что именно, никому не было Следующие видно. Ну вот, спортсменки. Номер 7 сервис-группа. Буйнова Екатерина. Еще и есть номер даже 9 много, да, Каргина потому что Владислава. получается... Большой финал номер 2 Черкасова Дарья. Номер 5 Потанина Какой у нас Екатерина. в этот раз Владислава Анна. И номер 1 Иванова София. травмоопасные финалы. Но вид спорта не случайно является экстремальным. Не случайно, абсолютно, потому что здесь при всей кажущейся легкости мастеров, которые катаются на уже определенном уровне, надо понимать, что здесь цвета ошибки бывают вот такой. То есть они лежат не потому, что им там больно или плохо, а потому что они только встать уже не могут. Ну да, согласен. Потому что это удар на скорости там 40, 50, 60 километров в час, да даже если и меньше. Падение наст замороженный всем своим хилым Да, организмом. трасса плотная, ведь не зря они говорят, что покрытие хард. Хард. Температура 14, минус 14,2 именно самого покрытия. То есть это фактически лед. Да, это по факту такой ледок, на котором есть наст, и надо обладать определенной квалификацией, определенным мастерством, чтобы с таким покрытием еще и справляться. Понятно, если у тебя высокий уровень, тебе, в общем-то, сложнее, но не сильно, да. А если уровень не очень высокий, то поэтому и было видно, что вот Обратите подкрадывается. внимание, увезли доску, и вот как спускает группа спасателей на специальных санях могли увидеть. Мгм. Ну, лучше не видел, на самом деле, потому что хорошего в таких наблюдениях мало. Конечно, конечно. Классика жанра, вот, вторые самки поехали наверх, чтобы не затягивать соревнования. На финальной пульке 2 травмы. Многовато. Сейчас парни у нас готовятся, да, к полуфиналу. Ну, по идее, да. Причем вряд ли запустят. Состав полуфинальных пар, ну, в воротах пока еще вообще никого нету. И там где-то все рядом него сидят. Там должна была быть по расписанию пауза, вроде как и не выбирали. Вообще вот эти вот всплывающие окна, переключение различных камер Да, вот на они. болельщиков, на старт и так далее. Это инновация, которая, в общем-то, в 60-е и 70-е годы впервые была применена на телевидении, кстати. Это очень интересная такая история. Я думал, на радио. Но без этого достаточно скучно было смотреть. А это Михаил добавило Новоселов, динамики. красная майка. Семен Локосов, зеленая, конечно, кто-то синяя, и Илья Маклаков, желтая. Вот здесь должна же быть борьба. Вот, да, и чтобы показать вот именно эту борьбу, впервые были применены вот эти инновации именно в освещении спорта. То есть ничего другое не освещалось. Вот именно спорт. То есть вот эти вот телевидение именно спорта должны быть благодарны вот за эти переключения камер, за этих болельщиков, фанатов, эмоции спортсменов на старте, на финише. Это все как бы тогда было Изобретено. Да, изобретено. Это все было изобретено, потому что пришло это вот в подобном формате оттуда. А там Теперь, да, везде и концерты показывают, все что угодно. индустрия развлечений, она должна работать со зрителем, разумеется. То, что если на самих соревнованиях, как сейчас, ничего не происходит, то, Первым то есть финишировал по факту красная ты майка смотришь Новоселов довольно Михаил, короткий вторым отрезок непосредственно финишировал события. желтая Одно дело, если у тебя какой-нибудь Маклаков футбол, Илья, то за 5 третий минут бегают. у нас Вот. Другое дело, когда у тебя достаточно короткий заезд, ну сколько длится? Ну минуту, да? Ну полторы, если плохо едут. То я тебе картинку надо оживить, тебе надо наполнить события.
finished first. чем-то. И Maklakov если этого Ilya не number делать, будет 12 скучно, in the yellow и kit смотреть тебя не finished буду, безусловно. second. Давай, 3-4. Локосов Семен number 15 in the green bib finished Что, Локосов, third, Харитонов, and большой Харитонов финал? Тимофей number 17 in the blue bib finished Ой, fourth. прошу прощения, Новоселов и Маклаков большой финал, красно-зеленый, мне кажется. А Локсов и Харитонов в малый финал. Егор Яничкин, красная майка, Илья Соколов, зеленый, Владимир Чебыкин. Синяя, и Оскару опять достается Зарбахтину желтая майка. Сейчас посмотрим, лидера или нет. Он очень неплохо выступил в четвертьфинале. Хорошая конкуренция была, но тем не менее справился. Кстати, Оскар поднажал в самом начале, но вот что-то потом подотстал. Ну здесь посмотрите, хорошо. Тем не менее, он первым вырвался из стартовых ворот и первым преодолел. Второй, желтый. Нет, я имею в виду, он первым преодолел этот самый сложный тейбл-топ в самом начале после стартовых ворот. Это... Да. Сейчас Илья Соколов у нас первый едет. Оскара атакует активно Егор. Яничкин успешно атакует. И сейчас будет предпринимать атаку уже непосредственно на товарища зеленый. Яничкин на Илью Соколова. Будет. Вот он на кикере прямо. И вот это соревнование действительно. Вот это крутой полуфинал. Когда отставал одного, обогнал второго. И второго на заключительном трамплине. На заключительном трамплине. Это самое вот интересное, видеть такое. Ну, посмотрите, он прилично был. Вот он его, как раз здесь атаковал. Был такой в Древнем Риме колесничий Гай Апулей Диокл. Он намеренно, кстати говоря, отставал в начале, а потом настигал и вырывался там из там, десятки первые в лидеры. И был любим сотнями, тысячами тогдашних этих патрициев, зрителей, фанатов. Ему даже памятник поставили. Говорят, что это самый высокооплачиваемый спортсмен за всю историю мировую оказался. Да, там выбили на памятник, выбили на памятнике итоговую сумму его как бы именно призовых, и получилась внушительная сумма. Ну, учитывая, что тогда золотая монета, это была золотая монета. Да. Аурелий есть Аурелий. Яничкин и Соколов таким образом у нас двигаются в большой финал, а Зарбахтин и Чебыкин финал малый. Ну, все, расклад перед финалом понятен. Еще осталось номер 17 самое интересное. Харитонов Тимофей, номер 6 Чебыкин Владимир, номер 3 Уразбахтин Оскар. В большой финал номер 11 Новоселов Михаил, номер 8 Яничкин Егор, номер 18 Соколов Илья и номер 12 Маклаков Илья. Семен number 15, Харитонов Тимофей number 17, Чебыкин Vladimir number 6, and Уразбахтин Оскar number 3 are moving to small finals. Новоселов Михаил number 11, Яничкин Егор number 8, Соколов Илья number 18, and Маклаков Илья number 12 are moving to the big final.
Ну и сейчас такое время анонсов, что называется, то, о чем мы говорили. Поскольку у нас 2 травмы и 2 пострадавших, то, соответственно, что сейчас делают медицинские бригады? Рассказывайте. Ну, собственно, каков процесс? Значит, здесь нет даже не в носилках дело, и не в количестве спасателей на горе, поскольку травмированного упаковывают, дальше спускают вниз. Вот. Но спасатели не производят вот эти вот манипуляции, эвакуацию и манипуляции, связанные там с осмотром пострадавшего. Там может быть первичный осмотр, наложение швов. Вот. Но на каждых соревнованиях дежурит скорая помощь внизу, соответственно, спасательная бригада передает пострадавшего в скорую помощь. Дальше скорая помощь. А вот дальше, да. Скорая помощь какое-то время стоит. Во-первых, если травма сильная, они должны стабилизировать пострадавшего. То есть она никуда не двигается. Капельница ставится прямо в скорой. И пока она не прокапывается, они не стартуют. Но это зависит от травмы. Ну, понятно. Вот. И поэтому у нас там могли какое-то время еще скорые стоять внизу, перед тем, как стартануть в город. Вот. Соответственно, обычно на соревнованиях действительно присутствуют 2 скорых. Потому что если одна бригада вдруг уехала, вот, вторая должна остаться. Без присутствия скорой на соревнованиях соревнования не могут Быть идти. продолжены Да, вообще. не могут быть вообще продолжены. А у нас получилась такая внештатная ситуация, что пострадавших оказалось 2. И поэтому у нас 2 скорых уже уехали. И сейчас такая небольшая заминочка, задержкой. Мы будем ожидать, да, когда вернется, то есть вторая. Примерно через 13 минут Да, обещают. примерно 8:40, да, через 13 минут. То есть скорые должны доехать до города и вернуться обратно. Вот и все. Как бы кратко, если быть.
Ну что, дорогие друзья, возвращаемся обратно в Таштагол и далее. Ну, надеюсь, что все приехали, доехали уже, скорая и не очень помощи. А ко всему прочему, мы успели порассуждать с коллегами по репортажу о том, что на самом-то деле, не всегда сразу получается человека прям вот сходу увести. Андрей рассказал достаточно занимательную историю о том, что если падение было тяжелым и травма была серьезной, то скорая никуда не едет. Скорая будет стабилизировать пациента до момента, пока его можно будет безопасно транспортировать. Иначе есть шанс, что он не доедет до точки назначения, особенно это травма головы касается, прежде всего. Вот. Ну и, соответственно, вот здесь, возможно, была та же история, возможно, нет. Что у нас осталось на сейчас? У нас осталось 3 финала. Большой финал у девчонок, малый финал у девочек не будет, по понятным причинам. И малый финал у мужчин, и большой финал у мужчин, соответственно, то есть 3 заезда, плюс самая приятная для спортсменов часть, это церемония награждения, но здесь в данном случае цветочная церемония. И далее. Да, медали появятся несколько позже, в более, так сказать, солидных, пафосных условиях. Пафосная обстановка. Ну, это правильно, почему? Ну да, спортсмены должны почувствовать себя, в общем, как-то такими особенными лицами, лицами приближенными. Почему нет? Действительно, если это все-таки подиум, если это золото, серебро, бронза, то, конечно. Ну, они выступали для зрителей, для всех, они отработали, у них получилось, они смогли, да, это их минутка. Имеют право. Минутка славы имеет полное право, никаких вопросов. Всем привет! Хочу передать привет своим родственникам, близким и своему другу Тимофею из Узбекистана. Все. Тимоха, привет, давай. Тимоха, привет! Привет. Горска, всем привет, Новосибирск, привет, мы здесь. Бабушка, Живы. дедушка, мама, собака. Всем, в общем. Всем, говорит, в общем, сказал человек синий вам. Прекрасно, прекрасно. Красота Таштагола, дорогие друзья. Скажите что-нибудь, уважаемый. Всем привет. Ну, спасибо большое. Тебе тоже. Собирают легкое интервью у зрителей. Ну, да, зрители учат. А что еще делать? Да, что ну, еще то есть, делать? видимо, Что еще делать пару минут? Только наслаждаться всем вот этим вот. Есть там понятно, что, дорогие друзья, это пауза, но нет, в хорошей жизни не просто так, не случайно, ну, точнее, как раз случайно, потому что, я не слышал о умениях людей прогнозировать травму, если это совсем человек не подготовлен. Кстати, с точки зрения именно соображений безопасности и прочих радостей жизни, в капах катаются или без? ну, на самом деле, на больших соревнованиях, где присутствуют трамплины, вот слоупстайл, то, что мы вчера наблюдали, и то, что сегодня будет БГР, да, там лыжники, сноубордисты, очень многие катаются в капах, очень многие. Ну, то, что я себе представляю нагрузку при приземлении на Да, бигере, часто можно то самое коленом получить очень серьезно. Мгм. Ну вот, кстати, то, что девочки застегиваются на старт, уже говорит о том, что скорая помощь, бригада скорой помощи приехала, и, в общем-то, старт готов. И старт Сейчас, будет. да, мы потихонечку будем наблюдать. Получается, большой финал у девчонок. Да, то, собственно, событие, где будут разыграны здесь медали в женском слоупстайле. Возрастная категория до 17. Получается, ее 17. Нью-Йорке. Половина сердечка была. Все готово, дорогие друзья. Все готово к большому финалу у женщин. Остается только уже добраться до старта. Зрители готовы. Зрители, главное, Мы готовы. Главное, зрители готовы. Это все делается для зрителей. Ну и вы, уважаемые телезрители, тоже, наверное, готовы к Тоже зрители. этому большому Чего нет, если да. старту, большому
финал. А вот, собственно, и главные действующие лица. Красная майка Дарья Черкасова, зеленая Екатерина Потанина, синяя Анна Кузнецова и желтая София Иванова. Последние какие-то организационные моменты, хотя там уже все в воротах стоят. Ну вот, собственно. Заявочка. Мне, знаете, кстати, что еще нравится? У них на лого вот это вот зеленое 2023, как он выписан. Таким футуристическим достаточно шрифтом. Достаточно, ну, интересно просто сделано само по себе. Да. Любит больше традиционную цифре арабская. Здесь прям хорошо. Погнали! Большой финал. Ну, Дарья вырывается потихонечку вперед. Рядышком синий прямо. Ну, чуть-чуть вот ее Потанина в какой-то прям момент. Настолько скоростной вид спорта, что вот прям 1 секунда Потанина обходит. И продолжает пока лидирует. Вот пошла вроде атака. Старается сесть и за спину сейчас. Дарья Черкасова в мешочек вот в этот. Дарья вот уже настигает. И сейчас будет последний поворотик, да, и будет прямая перед трамплином. И, возможно, будет такая же ситуация, как была у пацанов. Ох! Вот это да! Фантастика! Какой же финиш! И вот сейчас, действительно, вот сейчас нам понадобится фотофиниш. Иначе здесь, по-моему, вообще никак. Ну да, если ничего гадать. Обе спортсменки в падении. В воздухе почти столкнулись. В воздухе столкнулись, в падении пересекают финиш. Ну как это вообще? Ну здорово. Давайте смотреть. Давайте так и без скорых уже. Ну, падение не сильное, такое ну, там уже лайтовое, просто на финише буквально там. Но здесь вот Вот это борьба. Вот, накатила Дарья. Результаты большого финала. Очень здорово. Первое место. Ну-ка. Номер 5 Потанина Екатерина. Потанина все-таки. Зеленая майка. Финишировала номер 2 Черкасова Дарья. Третьим финишировала желтая майка Вот номер 1 Иванова момент. София. И четвертым финишировала номер 8 здесь... Кузнецова Анна. Ну-ка вот давайте здесь смотреть. Ничего такого, как бы. Потанина Да, ну, да. Фантастика. Если бы Дарья чуть-чуть вытянула вперед сноуборд, а не вот так Носок вот. вышел. Да, носок. Там же вот Потанина как раз его тянула специально, чтобы она-то не знаю, ну Дарья тоже, но, видимо, какое-то такое падение было не очень удобное. Вот она шла впереди. Она шла впереди, но вот. София Иванова тем временем из-за вот этой вот разборки на финише совсем зевнули, потому что третье место завоевала София Иванова, также практически в падении, но и Анна Кузнецова на 4-й ступени пьедестала не окажется, потому что ступенек там всего 3. Расклад, дорогие друзья: Екатерина Потанина, Дарья Черкасова и Соня Иванова. Такова у нас здесь тройка в женском борт-кроссе, форкроссе. Конечно, фантастический абсолютно финал, который с лихвой, наверное, искупает. Компенсировал. Да, достаточно невзрачными местами квалификацию. Ну, невзрачно не только девчонки вот эти конкретно плохо проехали, а то, что на общем фоне это смотрится как просто люди другой планеты сейчас. Согласен, да, здесь очень опытные спортсменки у нас в финале, и действительно борьба была серьезная. И вспоминая, конечно, квалификацию, там немножко другая была. Чуть-чуть. Там ничего отгоняет, круги рисуют флагом. Вот этот момент, когда на этих гребеночках вроде как Дарья вырвалась вперед, но ее тут же обходит Потанина Екатерина и держит вот это преимущество, не позволяет. Ну, смотри, вот это совершенно фантастика, потому что супер режим всего заезда. вот
она вылетела, она пересекала линию Т1, просто у нее ноги вывело в сторону. Посмотрите, вот, Да, вот сейчас концовка. сейчас мы увидим. Посмотрите, Вот мы увидим. она первая выезжает, но у это нее про- борт заносит. Дарья просто развернула доску, как будто не очень удачно. Да, Да, если бы да, она да. вытянула нос, Просто чуть-чуть вытяни нос потянула вперед, она бы выиграла. Она конечно. выезжала Т1. Конечно. Ну, прямо вот и драматургия, и все здесь было. Но, конечно, это все-таки надо понимать, да? Вы едете на высокой скорости, на заключительном кикере вы сталкиваетесь, почти сталкиваетесь в воздухе. Какое падение самое плохое? Самое плохое падение неконтролируемое. При столкновении в воздухе ровно оно и бывает, если особенно в вас врезаются. Здесь вроде девчонки справились с этой проблемой, да, в воздухе, они не завалились. Здесь, к чести, То есть надо... они приземлились Здесь и продолжили. инициатором атаки была все-таки Дарья Черкасова, да? Да. И она, понимая, что она сейчас влетит просто уже вплотную, она аккуратно так от нее, как бы, такими касаниями. Да. То есть я там не знаю, но я думаю, что оно было. Не, ничего криминального там Не, 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 было, не всё хочешь. нормально. Если был толчок в спину в момент в воздухе, это было бы видно, человек был, выкинул вперед ноги, он бы упал на спину. Таких, я такого видел много. Мы когда с арбистрами в баскетбол играли в Академии физкультуры, они виртуозно толкались. Просто изумительно. То есть в момент атаки забросить ты не мог. Если он рядом стоял, он тебя аккуратно пихал так, чтобы ты железно промахнулся, и при этом он сам тебя и ловил, потом ставил на место, чтобы ты не травмировался. Погнали. Стартовал Малый финал. Семен Лакосов красный, Тимофей Харитонов зеленый, Владимир Чебякин синий и Оскар Разбахтин. Разбахтин. Он сейчас поклянет. Клянусь. Семен Лакосов так уезжает на как стоячий каких-то, обратите внимание. Оскар Разбахтин преследует, Владимир Чебыкин Хорошо идет, да. отстал. А Тимофей Харитонов что, сумеет от Оскара атаковать? Оскар снова в желтой маечке, но несмотря на это он в явных лидерах. Да. Ну вот он спокойно выкатывает вторым. Ну, молодец. Красавчик. Эта позиция, шестое место, нормально. Учитывая, что он здесь, я бы не сказал, что прям фаворитом был. Спасибо, говорит мужик. Обращайся. Результат малого финала. Как интересно, вот, вы знаете, на чем, что я точнее замечаешь? То, что у них с определенной квалификацией начинает вырабатываться то, что у взрослых спортсменов называется стиль, а у них, как у юниоров, еще не стиль, но почерк. Уже видно примерно, как он будет стоять, как он будет ездить, какие у него будут характерные положения рук и ног, то как он будет собираться. Это очень интересно наблюдать, как вот они эволюционируют такого. И, кстати говоря, да, вот мы девчонок только что смотрели, забыл отметить, вот у Потанина Екатерина такой вот прям хороший, такой настоящий стиль, такая стойка прям классическая для сноуборд, прям вот сноуборд-кроссерская такая прям красивая. Там, да, там все здорово. Мне очень понравилось, как ехала и Потанина, у него вот эти низкие 90, даже ниже, чем 90 градусов, она свободно себя чувствует, значит, хорошо развиты ноги накачаны, потому что эту стойку еще удержать надо, это же статика. Любимые упражнения на статику, всякие стульчики и прочие радости жизни, которые ненавидят у нас. Статодинамика даже в большей степени. Ну да ладно, сейчас не полезем в физиологию, ибо у нас большой мужской финал. Михаил Новоселов, красная майка, Егор Яничкин, зеленая, Илья Соколов, синяя и Илья Маклаков, желтая. Внимание, дорогие друзья, сейчас все решаем. Погнали. Вперед, борьба за медали. Большой финал юношей. Красная майка номер 11. Новоселов Михаил. Зеленая майка номер 8. Яничкин Егор. Синяя майка номер 18. Илья. Желтая майка номер 12. Маклаков Илья. Пока все проходят достаточно стабильно первую часть. И тройка такая явных лидеров. Вот тут, я думаю, сейчас будет еще Борьба, разборка. да. Есть еще пару поворотиков. Там отстал, пожалуй, только Илья Маклаков, да. так сильно. Это ничего не значит еще. Вот, пошел. Набирает сейчас, Накатывать. подбирается А Новоселов. вот это
А вот это как будто толчок в спину. Не знаю, как среагируют на это судьи. Ну, кстати, Хотя там такое стечение обстоятельств. Получается, что он это как будто подрезал, да, ну, сейчас давайте смотреть, потому что Михаила? здесь вам, как человеку, который в этом Всё лучше равно. разбирается, как рефери. Здесь надо смотреть именно в повторе, по траектории, да, кто там, за кем шел, как происходило. Просто если траектории пересеклись, то тут явного там этого нарушения-то нет. Новоселов идет первый. Здесь вопросов никаких. Но Вот опять не очень удобный ракурс. не видно. Ну, как мне показалось, просто траектории сошлись. Да, ну, сошлись. Соблюдай дистанцию. Нет, не успел. Ну, тут все-таки контактная история. Вот, видите, он зарезается и пересекает траекторию. И выхода просто не остается. В общем, у Егора Яничкина не остается никакого, потому что он на его траекторию заезжает. То есть там какая-то ошибка у него, и он на заднем канту не справляясь. То есть он не идет прямо, он начинает как бы заваливаться да. назад. Вот, это мне и показалось, да. И вот в повторе это подтвердилось. Но посмотрим, как здесь будет. В любом случае, финальное слово за судьями. Сейчас пока будет пересматривать и решать, потому что протокол без судейского решения это красный, зеленый, синий. Соответственно, Новоселов, Яничкин и Соколов. Но это пока не точно. Лапками помахать. Ну, здесь Новоселов тут точно первый. То есть они знают, тоже результат появились. Так, смотрим. Так, а Яничкин-то у нас в итоге четвертый. То есть посчитали, что его вина. И, значит, его ставят четвертым. Значит, просто он должен был держать руки при себе и Не толкаться да, руками. то есть вот ехать, как вы едете. Несмотря на то, что вас ну, валится. там инстинктивно. В тебя валится получалось, человек. да, что делать? А он, да. Ну, таким образом, значит, Новоселов, Этап большого Маклаков и финала. Соколов. Первое место. Вот так вот. Первым финишировал номер 1. Михаил Новоселов, вторым финишировал, получается, Илья Маклаков, и третьим финишировал Илья Соколов, хотя Яничкин финишировал вторым. Ну, в общем, ладно, сейчас это уже считали, что ошибка была, что мы такие, что принимать финальное решение, даже если кто-то из судей там не согласен, кто-то согласен, финальное решение за главным судьей, если все дальше уже не обсуждается. Ну да, решили вот так. Итак, Можно Новоселов подавать апелляцию, там все, но Да. это уже в рамках там дальше. в рамках правового спортивного поля. Итак, Новоселов первый, Маклаков второй и Соколов третий. Такой у нас состав вот этого такого очень интересного получившегося большого мужского финала, который тоже не без борьбы, тоже не без столкновений. Не без борьбы, это вы верно заметили. Причем здесь уже в прямом смысле. Боролись Да, и практически здесь, руками. уважаемые зрители, вы могли увидеть действительно настоящий, наверное, сноуборд-кросс с такой вот с борьбой, с контактной борьбой, да, и вот с этими вот всеми нюансами. Сейчас у нас традиционной красивости. Повторы начинаются с квалификационных заездов, мы можем Там было на что наблюдать, посмотреть. как и что. Ой, какая Вот прелесть. какие варианты сердечек мы сегодня увидели. Сердечки вокруг шлема, половинки сердечки сердечко из ладошки там, и так далее. Знаете? Какая прелесть. Хорошая находка. Вот И такие такого мы тоже жесткие видели. падения, да, и даже травмы сегодня были. Ребята возили на скорых, то есть вот такой по-настоящему экстремальный сегодня день получился
Не, ну да, финальная часть вообще даже двумя как заметил справедливо мой коллега. Хотел бы пожелать тем, у кого может быть и квалификационные результаты, и результаты, вот это здорово, рукой еще так сделано, yes, я прошел, я сделал. Вот. И тем, что, совершенствовать, как должно расти мастерство советских спортсменов, как говорилось. Да? Вот это тот самый случай, потому что, приезжая на соревнования уровня Дикой Азии, показывать квалификационные заезды на таких шатких лапках, это так себе, да, мы все-таки за безопасность. Вот, В том числе хочется отметить, чтобы росло еще мастерство каких-то падений, может быть, но я имею в виду безопасных падений, да, то есть это можно где-то там подскажите, пожалуйста, отрабатывать. в принципе, ребят учат падать или нет? Ну, хоть как-то учат. Как правило, такого нет. На акробатической там подготовке на батуте, да, там летом, какая-то такая работа все-таки ведется. Ну, то есть акценты не делаются на этом, не делаются. Но просто в рамках подготовки там кувырки всевозможные, там сальто, рандат, фляки, вот эти все вещи, они, в принципе, спортсмена готовят к таким вещам, к падениям. Но профильных курсов падений нет. Специальных, да, таких нет.
что, дорогие друзья, у нас сейчас самое все по красоте. Церемония приятная для тех, кто победил и попал в призеры. И не самое приятное посмотреть со стороны, если ты в призеры не попал. Церемония награждения, точнее цветочная церемония. То, что у буржуев называется flower giving, то, что у нас называется цветочная церемония. В общем, все сотрудники трассы, опытнейшие, вот вы их видите сейчас, специальные экипировки, выстроились тоже на, соответственно, цветочную церемонию, но цветы будут вручать не им. Ну вот и что, и тут сердечки тоже у нас есть. Вот, это все те люди, которые делали эти соревнования, которые стояли на каждом из поворотов. Здесь и судьи, и заглажка, и вообще все, вот, кто на самом деле обслуживал трассу. Ну, а где главный действующий лиц? Знаешь, сейчас, конечно, труд почетен и важен, спору нет. Но главными действующими лицами сейчас являются не они. Спортсменов уловят на горе, видимо. Ну вот, собственно, да, подиум И все, и подиум. пока пустой. Да. Вот это та часть, которая может надежно похоронить практически любую трансляцию. Затянутая церемония награждения. Потому что вроде у тебя только что был такой драйв, только что вот они прыгали, только что все вот это вот столкновение, искры просто около рта практически. И потом вот опять вот начинается. Вот здесь мы ходим, здесь мы не ходим, здесь мы рыбу заворачиваем. Это как-то надо сделать немножко быстрее. Что? У нас вот... Ну вот, ну да, ну просто вот здесь сложностей главное никаких нет. Церемония цветочного награждения победителей и призеров вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Услышали нас спортивный бой, здесь это все очень-очень быстро, на самом деле. То есть, это, я понял, надо просто поныть. Да, но на самом деле действительно недолго. Вот, Ladies and gentlemen, we это мега start быстро. the flower ceremony for the winners and the prize winners of the second Winter Children of Asia International Sports Games. Начинается церемония цветочного награждения победителя и призеров по виду спорта сноуборд в дисциплине сноуборд-кросс среди девушек. We start the flower ceremony for the winners and the prize winners in snowboard discipline SBX, snowboard cross among junior ladies. Переводчик молодец, конечно. Награждение производит Бариев Марат Мансурович, президент Международного комитета «Дети Азии». Какие нарядные девчонки там по краям стоят. The awards will be given by Bariev Marat Mansurovich, the president of International Committee Children of Asia. За третье место награждается Иванова София, Сибирский федеральный округ. София Иванова. For the third place, the award is given Да-да-да-да-да. to Ivanova Sofia, Боевая Siberian травма, но тем не менее Federal третье место District. вполне заслуженно. Это падение не помешало ей вырваться. За Вернее, второе я бы даже место сказал, ворваться. награждается Черкасова Дарья, Дальневосточный федеральный округ. Игра странствий украшает мужчину. For the second place, the award is given to Черкасова Дарья, Far Eastern Да, Federal особенно если это District. экстремальный вид спорта, сноуборд. Дарья Черкасова. Второе место очень уверенно шла, очень За здорово первое получилось. место Но в первое место награждается Потанина вцепилась практически. Екатерина, Екатерина Дальневосточный Потанина. федеральный округ. И никому это самое For первое the место не дала. first Плюс place, фотофиниш, the конечно, award совершенно is given фантастический. to Это Потанина вот, судьба, Екатерина, карма, если Far хотите. Eastern Federal Да, District. это прям доли вообще Это сотые, доли, прям это вообще. доли. То, Просим что вас вот у задержаться для Черкасовой фотографирования. увело доску, а она молодец. We kindly ask you to stay on the stage for photos to Помнила be об этом в taken. этот Помнила момент, об этом, да, в этот даже в момент. момент падения. Да. Поэтому получилось именно вот так. Поэтому тройка выглядит именно Заслуженно так, именно поздравляем Екатерину с золотой медалью. Да, но Остальных у них девчонок. совершенно был изумительный Провожаем красоте. победителей и призеров громкими И аплодисментами. громкими, и продолжительными. Let's accompany the Браво, winner браво. and the Молодцы, prize девчонки. winners Очень from the хороший stage финал, with очень loud хороший. applause.
очень хорошая борьба прежде всего, потому что скучно смотреть, когда этой самой борьбы нету. Значит, Дамы и она господа, сильно мы продолжаем цветочную церемонию превалирует, а победителя это, ну, и уже призеров по соревновательный виду эффект. спорта сноуборд в Падает. Значит, такой дисциплине невзвешенный, сноуборд-кросс неуравновешенный среди финал. юношей. Ladies and тоже, gentlemen, кстати, and тоже we была борьба continue our серьезнейшая. flower ceremony for the winners and the prize winners in snowboard, the discipline SBX, snowboard cross among junior men. Награждение производит Алексей Сергей Игоревич, заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам культуры, спорта и туризма. The awards will be given by Alexeyev Sergei Igorovich, Deputy Chairman of the Government of Kuzbas on culture, sport and tourism issues. Девчонки хороши, конечно, вот эти наряды. первый За раз третье такие, место прям класс. награждается Соколов Илья, Республика Саха, Якутия. Илья Соколов, браво. For the third place, the award is Третье given to место Sokolov свое. Ilya, the Republic of Sakha, Yakutia. Трудовое какое есть, поскольку там сам себе придумал, конечно, Егор. За второе К место превеликому награждается сожалению. Маклаков Проблема? Илья, Кемеровская Илья область, Маклаков. Кузбасс. For the second Кузбасс, place, the Кемеровская award область. is Серебро given to здесь на Maklakov Видохазе. Ilya, Kemerovo region, Kuzbas. А счастье было близко. Счастье было возможно. За первое место Но. награждается Новоселов Михаил, Сибирский федеральный Михаил округ. Новоселов, Сибирский федеральный And округ. for the Золото. first place, the award is given to Novoselov Mikhail, Siberian Federal District. Ну, сибиряки, Просим поздравляю. вас Да, задержаться что для собирали. фотографирования. Что пособирали, молодцы, первое-второе We место. kindly И ask Республику you to Саха stay искренне on the поздравляем, потому stage что for те ребята, photos которые у to них be взяли taken. в квале, ну, он на фоне был полубогом, натурально. Согласен, Вот, согласен. ну, правда. Ну что ж, Ну, остальным есть куда тянуться, в том числе за да, ним. и Хорошо, когда ему в надо команде- помочь Да, своим, конечно. командницам. И сокомандникам. Потому что Да. когда есть лидер в команде, который, ну, очевидно, за собой может учить и тащить, У которого призовые у есть. которого призовое Дамы и место есть, господа, это уже завершена много церемония говорит. цветочного Ну что, награждения большое победителей и спасибо призеров вторых о зимних международных спортивных игр Сноборкроссе на детей сегодня. Азии. Все совершенно изумительно у нас получилось. we finish Трансляция. the Большое flower спасибо, что были с нами, ceremony особенно for те, кто был с нами с самого начала по the московскому времени, с 6 часов 30 минут утра. winners. Мы вас ценим, мы вас Children of очень-очень Asia любим. International Мы комментатор телеканала «Матч» Дмитрий Бобцов и мой коллега Андрей Смирнов. Временно прощаемся с вами. До свидания, дорогие друзья. Занимайтесь спортом. До свидания. Спасибо. Любите сноубординг и не травмируйтесь, пожалуйста.